Нурлан аке, мына сотко кирдик, соттон чыккандан кийинки сиздин оюңуз эмне туура болду, эмне туура эмес болду? На сегодняшнем заседании были заслушаны ходатайства адвокатов, и судья в дальнейшем будет принимать решение по этим ходатайствам. Но потом на процессе были заслушаны выступления стороны обвинения, были зачитаны обвинительные акты по обвинению Исакова и Сатыбалдиева. После этого суд объявил перерыв. После перерыва будет заслушан обвинительный акт в отношении Арзумбаева и других участников. Как юрист у вас хочу спросить, вот по поводу ходатайства о удалении охраны. Там очень много было охраны, тем более они были в клетке. А вот по этому поводу, что вы думаете? Я считаю, что настоящее дело, оно не связано с каким-то... Это дело носит больше, наверное, административный характер, по сути. И когда предъявляют обвинение фигурантам, то у меня всегда возникает вопрос, что здесь этого законного. Весь процесс согласования каких-то нормативных документов по ратификации соглашения носит административный характер. Я считаю, что Их не обязательно в клетку, не обязательно охранять, там конечно, человек это 10. дело, вытекающее из административных отношений, по моему мнению, и они не являются такими особо опасными преступниками. С Артыкбаевым кто-то еще же, да, среди нас сидел, да? Не в клетке. С Артыкбаевым вместе еще один обвиняемый. Там это, Лаврова. Она обвинена по статье злоупотребления служебным положением. Ее тоже не содержит клетки, находится в зале заседания. Спасибо вам большое.